В Таджикистане опасно иметь собственное мнение. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, за что известную таджикскую журналистку преследуют. Подписывайтесь на наши обновления, точно будете в курсе всего самого интересного. 4 мая Анора Саркорова опубликовала на своей странице в Facebook пост про одну из сельских школ Иш-Кашимского района Гбао, приложив фотографии и видео учебного заведения. После этого на нее посыпался град оскорблений и даже угроз. В сети появилась информация, что на нее даже заведено дело. Впрочем, последние в области опровергли, как и то, что школа в плохом состоянии. Школа номер 34, у которой написала журналист, находится в Джамаате имени Аскара Замирова в селении Снип. Здание учебного заведения было построено в 1985 году и с тех пор ни разу не ремонтировалось. Школа находится в аварийном состоянии и совершенно непригодна для занятий, но в ней на постоянной основе учатся и работают около 100 человек. Часть крыши прохудилась, и во многих классных комнатах стены, полы и мебель оказались испорчены, просачивающейся сверху водой. В холодное время года в классах минусовая температура, помещение не отапливается, дети учатся в верхней одежде, сообщается в посте Аноры. Также она отметила, что ученики данной школы неоднократно становились участниками областных и республиканских олимпиад. Журналистка в своем посте обращается к председателю ГБАО Алишеру Мирзанаботу. Вы хоть раз посещали эту школу? Вы знаете вообще о ее существовании? Вы знаете, что очень многие общеобразовательные школы в ГБАО находятся в таком положении. В тот же день, по словам Саркоровой, в ее адрес посыпались не только оскорбления и унизительные слова, но и реальные угрозы. Каждый день я получаю сотни сообщений с оскорблениями и угрозами, комментарии с угрозами, целые посты, рассказала Анора. По словам журналистки, ее адрес ищут в домоуправлении, а ее маму запугивают. Кроме этого, в тот же день на странице инфо ВМКБ «Информация ГБАО» в Facebook был опубликован пост, где говорится о том, что в отношении Аноры Саркоровой возбуждено уголовное дело за распространение ложной и провокационной информации. Анора распространяет якобы в социальных сетях всевозможные провокационные и недостоверные материалы и призывает народ ненавидеть законное правительство страны. В частности, 4 мая 2022 года она разместила в социальной сети Facebook голословные материалы о положении общеобразовательной школы номер 34 Иш-Кашимского района, вводя общественность в заблуждение, что это учреждение находится в очень плохом состоянии, но на самом деле это заведение находится в хорошем рабочем состоянии, и в отношении нее возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, говорится в посте. К посту приложена фотография учебного заведения. Отметим тут, что по сведениям пользователей, страница инфо ВМКБ была создана областными властями и ведет ее бывший пресс-секретарь главы области, а ныне зав. Отделом социального развития при аппарате председателя области Галиб Ниятбеков. А вы знаете школы или, возможно, другие учреждения в Таджикистане, которые находятся в ужаснейшем состоянии? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. О том, что Анору обвинили в недостоверности информации, она сообщила в своем следующем посте. Отметим, что по этому поводу началась активная кампания областных властей. Возглавил эту кампанию, к большому сожалению, сам директор данной школы Назимбек Назимбеков, который, как мне казалось, должен был быть в первую очередь заинтересован в устранении существующих недостатков, написала журналистка. Ниже она разместила видеозапись, на которой сам Назимбек Назимбеков рассказывает о своей школе. Это видео было отправлено мне, но из-за опасения за безопасность руководителя учебного заведения я не стала публиковать запись, но теперь вынуждена напомнить Назимбекову его же слова, говорится в посте. Журналистка предполагает, что областные власти в ускоренном режиме сделали косметический ремонт школы, которая вызвала такой большой резонанс. Такая оперативность могла бы порадовать. Я готова размещать теперь фото и видео всех учебных заведений, медицинских учреждений ГБАО, находящихся в том же состоянии. Их очень много, чтобы областные власти начали наконец заниматься делом, а не имитацией работы, вроде чистки арыков, закручивания ламп и открытия туалетов, написала Анора. Так как пользователи соцсетей сообщили, что страница инфо ВМКБ была создана властями ГБАО, к ним за комментариями местные СМИ и обратились. Мы не можем подтвердить информацию о возбуждении уголовного дела, поскольку страница инфо ВМКБ является фейковой. У Хукумата имеется отдельная официальная страница в Facebook, где мы размещаем достоверную информацию и новости, происходящие в ГБАО, прокомментировал ситуацию Галиб Ниятбеков. По его словам, после данного поста журналистки в адрес Хукумата области посыпались обвинения в некомпетенции и негативные выкрики. В данное время они пытаются выяснить, кто публикует информацию от имени властей области, а также обратились в правоохранительные органы с просьбой вычислить данный фейковый аккаунт. При этом Зиябеков сказал, что опубликованная Анорой Саркоровой фотографии школы не соответствуют реальности. Эта информация недостоверная. Школа номер 34
о которой говорит журналистка, находится в нормальном состоянии, а видео учителя – это фейк, сказал Ниятбеков. Более того, в период, когда в ГБАУ не было интернета, председатель области Алишер Мирзанабот лично обратился к жителям области и гражданам республики с просьбой не публиковать недостоверную фейковую информацию в соцсетях, касающуюся ситуации в ГБАУ. Распространение необоснованной информации действительно является уголовным преступлением. А как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, кто прав? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.